Житель Маргаушского района осужден за угрозу убийством. Прокуратурой Маргаушского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя за угрозу убийством. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что обвиняемый днем 1 ноября 2019 года, находясь в состоянии опьянения на почве ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений со своей сестрой, схватил рукой за ее шею и, демонстрируя ей слесарный молоток, неоднократно высказывал в ее адрес слова угрозы убийством. С учетом сложившейся обстановки, агрессивного, эмоционально возбужденного состояния и демонстративных действий подсудимого, у потерпевшего имелись реальные основания опасаться осуществления угрозы убийством и причинения тяжкого вреда здоровью. В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении не признал. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, согласился с позицией государственного обвинителя и с учетом обстоятельств совершенного преступления назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 150 часов. Приговор в законную силу не вступил. Прокуратурой Чебоксарского района направлено в суд уголовное дело по факту дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Прокуратурой Чебоксарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Карачаево-Черкесской республики, отбывающего наказание в исправительной колонии номер 6. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 321 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительным следствием установлено, что днем 4 декабря 2019 года обвиняемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, находясь около помещения камерного типа, в ходе производимого в отношении него личного досмотра сотрудником учреждения схватил его за шею и нанес 2 удара кулаком по различным частям тела, высказывая в его адрес слова угрозы применения насилия. В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал. В то же время совокупность собранных доказательств по делу указывает на его причастность к содеянному. Предварительное следствие по уголовному делу произведено следственным отделом по городу Новочебоксарск Следственного комитета России по Чувашской республике. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокуратурой в Чебоксарский районный суд. В Чебоксарах вынесен приговор по факту поджога. Прокуратурой Ленинского района города Чебоксары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя города Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом установлено, что подсудимый в один из дней весны 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно с целью уничтожения и повреждения принадлежащего потерпевшей своей сожительнице имущества, подошел к окну помещения, расположенного на 1-м этаже жилого дома по улице Яковлева, где они фактически совместно проживали. Затем он через открытую форточку окна забросил в помещение заранее подготовленную пластмассовую емкость, наполненную бензином с зажженным фитилем, совершив тем самым поджог комнаты и находящееся в ней имущество. В результате содеянного огнем повреждена мебель, бытовая техника и иное имущество, находящееся в помещении. Сама потерпевшая в этот момент в комнате отсутствовала. Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал. В то же время совокупность доказательств по делу, представленных государственным обвинителем, однозначно свидетельствовала о причастности подсудимого к совершенному преступлению. Суд, согласившись с мнением прокуратуры, с учетом личности виновного, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Отмечаем, что осужденный ранее уже был судим также за поджог другого жилого помещения, где он проживал с этой же потерпевшей. Житель Ибресинского района признан виновным в применении насилия к сотруднику полиции. Ибресинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 31-летнего жителя поселка Ибресия по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. В судебном заседании установлено, что подсудимый в ночь с 8 на 9 ноября 2019 года, находясь в своем доме по месту своего жительства в поселке Ибресия, выражал недовольство по поводу приезда сотрудников полиции, вызванных по телефону его родным дядей
дядей для разбирательства по поводу распития им спиртных напитков. При этом он, достоверно зная, что перед ним находится сотрудник полиции, находящийся при исполнении своих должностных обязанностей в форменном обмундировании, умышленно нанес ему один удар кулаком в лицо, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтека в правой скуловой области. Государственным обвинителем в судебном заседании представлены доказательства, изобличающие вину подсудимого в инкриминируемом преступлении. Подсудимый свою вину в содеянном также признал. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской Республики. Текст читал Антоний Николаев.